Развитие инженерной отрасли – неотъемлемая часть будущего не только региона, но и страны в целом. Об этом говорилось на заседании Высшего совета инженеров Якутии. В нем принял участие член Совета Федерации Вячеслав Штыров. По его словам, для республики особенно важно идти в ногу с техническим прогрессом, чтобы не терять наработанных позиций. Дмитрий Макаров продолжит. Открывая заседание Высшего инженерного совета республики, член Совета Федерации Вячеслав Штыров отметил постоянно возрастающую роль технических специальностей в жизни не только региона, но и страны в целом. По словам сенатора, это в первую очередь связано с постоянным совершенствованием технологий. Предположим, нанотехнологии дадут возможность получить новые материалы и, значит, использовать активно их в машиностроении, прежде всего транспортное машиностроение, самолетостроение, кораблестроение и так далее. Иначе говоря, поднимается целый пласт других сопряженных отраслей. По показателям промышленности сегодня Якутия занимает лидирующие позиции не только в стране, но и в мире, утверждают эксперты. Здесь добываются миллионы карат алмазов, тонны золота и ряд других полезных ископаемых. Как отметил сенатор, это результат долгих лет работы специалистов. И сейчас важно не допустить снижения цифр. Для нашей республики особенно важно использовать все достижения технологические, технические, которые только есть у нас в стране и в мире. Потому что мы понимаем, что природно-климатические, экономика, географические условия у нас такие, что мы всегда повышенные издержки производства. Всегда для того, чтобы быть конкурентоспособными, мы должны иметь очень высокий технологический уровень. Пожалуй, главная интрига дня – это подведение итогов конкурса «Я инженер». В этом году он проводится уже второй раз в 3 номинациях среди школьников, студентов и профессиональных рабочих. Победителем в номинации «Профессиональный инженер» был признан Роман Востриков, инженер из города Нерюнгри, который представил проект по замене импортных автозапчастей на отечественные аналоги на большегрузных самосвалах «Камацу». Ему достался главный приз – автомобиль «Нива». Первое – это, конечно, у нас гидроаккумулятор. Это в системе рулевого управления тормозов. Второе – это у нас датчики уровня охлаждающей жидкости. И третье – это гидронасос. Конкурс «Я инженер» будет продолжен и состоится уже в следующем году. Организатор обещает сделать его дальневосточным. Кроме того, уже сейчас началась подготовка к съезду инженеров, который состоится также в 2016-м. На нем перед инженерами будут поставлены задачи на ближайшие годы вперед. Дмитрий Макаров, Максим Бурцев, Вести, Якутск.